Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие и добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон! Давайте сегодня сделаем отсыпочку на такую тему. Кто совсем скоро сделает шаг в вашу жизнь? А кто это будет и какого рода шаг человек сделает? Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так. Девушки, женщины, здесь я вижу симпатию. Вам кто-то нравится, очень-очень нравится. Либо человек, от которого вы ждете какого-то поступка и действия. Вы все разные, у каждого своя, как говорится, симпатия, фантазия, желание. Но вот смотрите, человек, от которого вы так долго ждали, либо человек, на которого вы смотрели с надеждой, начнет действовать. Причем действовать очень-очень быстро, активно, и я бы даже сказала, нагловато. То вы ждали, а тут вы так немножко даже будете говорить: так, дружочек, поспокойней, сбавь обороты, не так быстро, я не готова, мне нужно подумать. Прям, смотрите, налетает на вас, и руки к вам тянет, значит, к себе, вот так, подгребает вас к себе. Слушайте, какой мужчина тут активный, гиперактивный, горячий. Не знаю, как прорвет мужчина, девчонки, прорвет. А может быть, ему кто-то намекнет, что вы ждете от него активности. Может быть, у него и правда руки развяжутся, да, может быть, кто-то ему руки завязал, либо какие-то проблемы, либо какая-то другая женщина. А тут, смотрите, руки развязались, и он, значит, двумя руками вас к себе тянет, подгребает, вот прям зажимает вас к себе, прижал, не отпускает. Ну, слушайте, еще отбиваться будете. Ну, по крайней мере, будете говорить: не спеши. Слушайте, вы такая счастливая станете. У вас прям над головой как радуга. Радуга — это счастье, это радость, это веселье. Тот, от кого вы ждете, либо тот, кто вам симпатичен, очень бурно начнет активничать в вашу сторону. Бурно, нагло и задиристо. Да, смотрите, тут внизу какой-то образ женщины, у нее прям рога выросли в вашу сторону. Обзавидуется. В прямом смысле слова обзавидуется. Здесь женщина может даже вам что-то высказать. Что типа: о, ты такая распутная, либо: о, ты только с мужиками умеешь, либо еще что похуже. Как выдаст себя с потрохами. Я вам даже больше скажу, она стоит с вашей стороны, но по левую сторону. То есть женщина, которая до поры до времени выдает себя за хорошую подругу, либо за добрую женщину, либо за добрую родственницу. И при этом недолюбливает вас. Когда она увидит вас счастливой, когда она увидит, что у вас мужчинка рядом, вот понесет вот эта гниль, вонь с ее рта. Да, она начнет вам что-то говорить неприятное, а вы ее не слушаете, а вы перед ней дверь закрываете, а вы ее, знаете, как ногой можете пнуть. Да? Ну, я пошутила, конечно, хотя, наверное, можно. Да? Зачем она такую гадость льет в вашу сторону? Пусть завидует молча. А если не может смотреть, ну пусть убирается восвояси и не маячит у вас в жизни. Да, вы очень счастливая. Я еще даже на картах вам посмотрю, что оракулы скажут по поводу этого счастливого воссоединения. Знаете, дождалась, да? Дождалась, так себе и скажете. Так, что будет происходить? Что же будет? Вот он, ну смотрите, видите? Вот мужчинка ворвется, влетит, прям на метле влетит. Слушайте, неопределенность идет между вами. Да, сейчас вы от него ждете, либо сейчас вам очень нравится, но по тучам, скорее всего, не понимаете,
ответное ли это чувство, взаимное, будет ли он что-то делать, будет ли он вас добиваться. Девочки, влетит, вот пить дать влетит, шороху наведет, тут еще отбиваться от него будете, 100%. Смотрите, его бланка, ваша бланка, на друг друга вы смотрите, вы видите? Какое счастье, какая радость. Наконец-таки вы будете вместе. Красота, просто красота. Так, дальше левая сторона. По левой стороне вышел тоже образ мужчины, но здесь мужчина гораздо старше, чем вы. Либо мужчина, который занимает высокую должность, намного выше, чем ваша должность. Разные социальные статусы у вас, уровни даже, да, уровни. Он как, ну, извините, да, может, некрасиво прозвучит, но я все равно скажу, как высшая прослойка общества. Может быть, власть у него в руках сконцентрирована, может быть, он прям такой маститый начальник, может быть, он очень ответственный руководитель, да, ответственное лицо. Человек очень мощный, за человеком много людей стоит, и человек на возвышении еще находится. Этот человек с левой стороны заходит в вашу жизнь. И этот человек перед вами дверь открывает. Вот перед вами распахивает, говорит, ну, проходи. Тебя я пропущу, да? Тебе можно. Девушки, женщины, вы все разные. У кого-то отыграется как супер-бупер светило науки, да, чудо-доктор, к которому вы попадете на прием, да, который вас и проверит, и полечит, и обследует, и настроение вам поднимет, да, как поможет. У кого-то отыграется действительно очень ответственный руководитель, который вас пригласит на работу, либо услышит ваши нужды, просьбы, может, повышение вам даст, надбавку к зарплате вам даст. То есть человек перед вами открыл дверь. И также это может быть чиновник. Чиновник, который откликнется на ваши проблемы. Да, не откажет, не пошлет, не мимо пройдет, а именно откликнется, открывает перед вами дверь. Ну, прям такое событие грандиозное, я бы даже сказала. Очень грандиозное. Ну что, давайте на карту посмотрю. Вы все разные, к сожалению, я не могу тут накидывать вам варианты, но тем не менее важный человек, важный, маститый, властный, ну не властный, власть имущий даже, да, не властный, власть имущий. Но правда, видите, это связано с вашей жизнью. Мужчина, мужчина цветы. Девчонки, ждите хорошего, ждите доброго, кем бы он ни был, начальником, доктором, чиновником. К вам цветы идут, добро идет от этого человека, дверь распахнет перед вами. Так, дальше двигаемся вверх. Кто сделает шаг в вашу жизнь? Здесь даже не шаг, здесь больше как сближение идет. С кем-то вы сблизитесь. Сблизитесь с кем-то из, ну, допустим, родственников, ближайшего окружения. Может быть, с детьми своими ближе станете, может быть, с родителями ближе станете, может быть, с братом либо сестрой. Здесь именно сближение. Здесь как полушаги. И вы полшага делаете вперед к сближению, и к вам делают полшага вперед к сближению. Ну, очень похоже на родственное. Родственное, семейное. Ну, либо у кого-то отыграется, что, может быть, вы с кем-то познакомились, может быть, так дружите поверхностно. И будет момент, когда вы прям почувствуете, да, что можно дружить крепче, больше, и с человеком вы очень похожи. В любом случае, это влияет на вашу жизнь, это влияет на вашу судьбу, и это к доброму, к хорошему, к прекрасному в вашей жизни. Сближение такое, взаимное сближение. Так, еще в вашу жизнь сделает шаг человек из прошлого. Человек из прошлого с правой стороны идет. С правой. Ну, либо вы были связаны узами с этим человеком, например, брачными узами, либо родственными узами. С человеком вы, скорее всего, ну, разные дороги, в разные направления, давным-давно не виделись, либо живете, ну, прям очень далеко, может быть, даже в разных городах, разных странах, на разных континентах, в конце концов. Человек как-то попытается, опять же, через провода, через связь выйти на контакт. Это не будет прям сближение в физиологическом виде, а именно сближение больше как ментальное, да, пообщаться, разузнать, узнать, разведать обстановку. Человека будет интересовать ваше сердце,
свободно ли ваше сердце, есть ли обида в вашем сердце. Но опять же, вы все разные. У кого-то бывший, который вдруг тут решит вернуться, разведать обстановочку, а у кого-то даже как родственник, с кем вы когда-то рассорились, разругались, давно не виделись, и человеку будет важно понимать, обижаетесь, либо простили. Ну вот такое произойдет. Не могу сказать, что вы прям обрадуетесь, скорее вы растревожитесь, потому что как-то воспоминания нахлынут. И опять же, да, вопрос, зачем? Зачем этот человек появился в моей жизни? В момент, когда я вот счастливая, когда у меня тут любовь замаячила прям под носом, зачем ты появился? Ну вот кто тебя звал? Если мы говорим про родственника, тоже будет волнение, потому что неприятные воспоминания какие-то у вас. Неприятные, либо страх, что все повторится. Вы такая, о, я еле-еле пережила, а тут опять ты, да, что снова я не хочу. Но волноваться вам не за что, все-таки расстояние между вами, да, ну так поговорите, пообщайтесь, а там дальше видно будет. Давайте я еще посмотрю, искренний ли интерес у этого человека, либо это так. Игра в одни ворота. С какой целью этот человек будет появляться, с какой целью он будет с вами общаться, какая цель? Ну нет. Смотрите, цель очень хорошая. По аистам однозначно либо восстановление семейных уз, либо восстановление родственных связей. Ну нет, хорошие мысли у человека. Нет, да, мужчина, это будет мужчина. Негативных мыслей нет. Здесь как тоска по вам, здесь желание восстановиться, да, либо как в формате семьи, либо как родственные связи. И человек дурного к вам не имеет, не содержит, ни хитрого, ни дурного. Так, еще один фрагмент. Так, ну это женщина. Энергетика женская идет. И фигурка тоже, видите, подол длинный, платье. Женщина, у которой есть очень серьезные либо опасения, либо проблемы. И почему-то именно вас она видит ключ к своему спасению. Либо ту единственно правильную силу, да, которая может ей помочь. Она видит в вас мощь, она видит в вас лидера, она вами искренне восхищается. Она хотела бы быть похожей на вас, но понимает, что нет, вы слишком разные. И ей никогда не стать вами. Я так понимаю, что она будет к вам обращаться с какой-то просьбой помочь, поддержать, подсказать, приютить. Даже так может быть. Не могу сказать, кем она вам приходится, это все-таки общая отсыпка, но она перед вами, видите, склонила голову. Ей нужна помощь. Ей нужна помощь, ей нужны вы. Она будет делать шаг в вашу жизнь. Но вы женщина добрая, я думаю, вы не откажете. Особенно если действительно какая-то сложная ситуация. Давайте посмотрим, что за женщина, что у нее тут за просьба к вам будет, что за ситуация. Будет все, что покажет оракулы. Так. Ну, тут женщина пострадавшая идет. Даже не сама она пострадавшая, возможно, кто-то из ее семьи пострадал. За помощью придет. Какого рода помощь? Помощь какого рода нужна? Здесь помощь нужна сильного человека, знающего человека. Опять же, да, помочь в чем-то с кем-то, посоветовать, приютить. По якорю, кстати, очень часто проходит приют. Так, еще в целом. Да. Этой женщине не так просто дастся это решение обратиться к вам за помощью. Не потому, что она гордая, а потому что она не хотела бы вас беспокоить по мелочам. Но у нее прям какая-то безвыходная ситуация. Ближе, роднее, либо надежнее никого нет, кроме вас. Вот к вам придет и будет просить помощи. Так, ну и в венце. В венце у вас славная картинка счастливой женщины и счастливого мужчины под одной крышей. Я вас поздравляю. Здесь буква А и сердце под ногами. Начало любви, начало счастья, начало новой семейной пары. Да, прекрасные люди нашли друг друга, и они очень счастливы. Опять же, это шаг
не только к друг другу, но и шаг вперед, да, в ваших отношениях, в вашей любви, в вашем будущем. Для двоих идет. Просто замечательная такая добрая отсыпочка вышла, особенно вот этот фрагмент. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Ничего не бойтесь. Жизнь продолжается. Тем более ваша жизнь вообще тут счастливой становится. Тьфу-тьфу-тьфу. Живите, наслаждайтесь и не теряйте попусту время. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.